Вообще вот издание книги, как сравнил гуманист эпохи Возрождения, голландский ученый Эразм Роттердамский, это как рождение ребенка, да, то есть получается, он говорил, что книга — это дитя ума. Это очень увлекательный процесс. Я нахожусь в этом процессе всецело. И когда уже завершается книга, да, то есть вот презентация закончилась, там потом идут какие-то там рецензии, отзывы и так далее, это в то же время радостно, и с другой стороны такой момент, который нужно тоже пережить. Уважаемые гости, коллеги, друзья, для меня это особенный день, так как я сегодня представляю вам свою очередную книгу. Это книга про известный род Аросиных, Татинский род Аросиных в истории Якутии. Поэтому мне особенно важно здесь было увидеть родственников, представителей этого рода сегодня пришли сюда на презентацию. Конечно, я очень рада видеть сегодня также историков, своих коллег, архивистов, чьи профессиональные советы я всегда ценю. Для меня это тоже очень важно. Анны Альбертовны. Вот здесь обращено особое внимание на фольклор, на литературу, на язык. Династия Аросиных, Кулаковский, Пекарский как раз вот заложили. Это вот в конце 19 века, в начале 20 века они стали застрельщиками, вот, основоположниками интеллектуального движения, национального движения в Якутской области. Анна Альбертовна решила для себя взять в нашей, скажем так, историографию такую тему, как историческая генеалогия, и, безусловно, одну из важных ценностей, которые есть, скажем так, в якутской культуре, это семейные традиции, семья и род. Сразу хочу сказать о том, что эта тема до сих пор находится на периферии научного интереса наших ученых, не только, скажем так, в Республике Саха-Якутия, но и сейчас в российской историографии. Поэтому мы можем сразу сказать о том, что Анна Альбертовна развивает и формирует здесь у нас в Якутии одно из актуальных направлений, которое связано с исторической генеалогией и семейной, микроисторией или семейной историей. Поэтому, когда вы получили эту книгу, вы обратили внимание, что она очень густо населена, эта книга, людьми. За каждой биографией стоят очень важные события национальной истории, да, нашей. И это очень отличает работу Анны Альбертовны, потому что она очень хорошо понимает, что сегодня для нас важна реконструкция не просто биографии, а жизненного мира, ее героев. И то, что вот кажется, что род Аросиных, где даются просто для вас вот вроде биографические данные, но за этими биографическими данными, как я сказала, видна судьба нашей республики. Когда ты приходишь, например, в архив, да, и открываешь личные дела своего героя, и там узнаешь какие-то там факты, которые происходили в его жизни, это очень завораживает и волнует. Поколение Аросиных, Василий Петрович Аросин, да, Григорий Васильевич Аросин, Иван Васильевич Аросин, Егор Васильевич Аросин, они были старостами первого гидейского наследия, потом головами Батурусского уса. И они сделали столько много для своих соплеменников, да, там, мне кажется, вообще не только для Татинской земли, для многих улусов, потому что они и не только были головами, которые решали там житейские, бытовые какие-то проблемы, да, также проблемы с инфраструктурой, да,
Также они являлись поставщиками, там, например, по трактам в Северные Усы каких-то там продуктов питания, да, там. Они, значит, торговали пушниной и так далее. Там, на самом деле, если во все это вникнуть, и отдельно, например, изучить, да, вот, деятельность голов улусов, да, то это очень-очень такой интересный тоже пласт истории. И самое важное здесь нужно понять, что они своим следующему поколению, да, Аросиных, они привили очень большой интерес к образованию, к вот такие ценности, как любовь к родине, любовь к людям, к природе. И поэтому, мне кажется, вот Аросины, они стали, ну, потомки, да, вот Аросиных стали фольклористами, людьми, которые составляли первые учебники на якутском языке, составили. Они вот собирали олунхо, например, да, тоже вот Григорий Васильевич Аросин, ну, тоже его сын Константин Григорьевич Аросин тоже, да, вот как раз стал фиксировать олунхо. Дальше, если посмотреть, например, Анна Денисовна Неустроева, да, тоже одна из якутских писательниц, она является первой женщиной-членом Союза писателей СССР, фольклористом, переводчиком. Но ее брат родной — это Николай Денисович Неустроев, тоже драматург, один из основоположников якутской литературы. Иметь такой богатый язык, это вот все-таки от воспитания идет и от мудрости поколений, которые передаются старшими поколениями, да, но и мне кажется, это особое видение все-таки на свою культуру, на вот мышление, вот как вообще вот происходит все это, да. Ну, это вот такие были глубокие философы, которые вот благодаря знанию языка, своего родного языка, очень богатого, они смогли все это очень искусно передать через свои произведения следующему поколению, да, и поэтому, мне кажется, в этом очень большая ценность Аросиных. И для меня открытие было, что в документах, которые я нашла в Санкт-Петербургских архивах, Григорий Иванович Аросин, человек, который в 1918 году окончил Самарское сельскохозяйственное училище и потом поступил в 1922 году, значит, в Московский институт народного хозяйства и также получил диплом агронома, технолога, химика. То есть он один из первых специалистов сельского хозяйства. Если смотреть, читать книгу, то там очень много можно найти интересного. Генеалогические исследования – это основа соединения семей, налаживания связей. Потому что они же не обрываются, например, там 30-ми, 40-ми годами, продолжаются сейчас. Ну и хочу сказать еще раз спасибо, Анна Альбертовна, за такую книгу. Было очень интересно снять, посмотрела, какие там фотографии, которых вообще много где не увидишь. Подписи фотографий. Потому что у людей во многих семейных архивах есть фотографии без подписи. Люди не знают, как выглядел их дедушка, например. А если вот изучать фотографии, если с одной книги посмотреть с другой, в каком-то краеведческом музее, если это все собрать, можно найти очень много интересного. Мой прадед Аросин Михаил Николаевич был помощником Эдуарда Карловича Пекарского. Как сейчас на современном языке можно было бы сказать, что секретарем. Они вместе вот занялись, да, стезей системы образования. И уже в 2014 году, насколько мне известно, насколько мне рассказывал мой отец, да, уже ставился вопрос о просвещении и образовании якутского народа. Здесь далее, если немножко сказать о себе, то моя бабушка Аросина в замужестве Бапаенова Анна Михайловна. Единственная из рода Михаила Николаевича родила детей. Наконец-то заговорили об Аросинах. Действительно, Елена Васильевна правильно сказала, и вы все прекрасно знаете, в период Советского Союза было запрещено говорить об этом. Хотя мой папа всегда рассказывал о своей семье, да, о трудностях, которые они пережили. Следующее, что мне еще понравилось,
честность, объективность, без приукрас высказано все, что есть в этой книге. Связь с современностью, разумеется, она тоже присутствует. И я думаю, что наши современники, а сейчас даже я заметила тот факт, что молодежь стала интересоваться прошлым, и это радует нас всех, да, особенно людей пожилого возраста. И, конечно, я бы эту книгу порекомендовала всем, кто интересуется историей Якутии. Роботтары чинчи бастан 1909 сыл сағатыгар Игорь Дмитриевич Андросов сағаларды. Ол емдене бейі оғыртақ бітіне алып бабулағады. Бұл жондар тұтыман репрессияланмы жондарден оғып үйеғі күрді бейді. Кендері тұты оқтақаттен. Онтон жол Игорь Дмитриевич кенде тағабытыгар бар соғыя өтемеремден. О, жағы чықтағаны мандық жондар бағыры біттуден соғыю болды. Ол емдене номықтарға ендері кепсенің жондар балақтыр. Литератураға келбет жондар. Оны кендер ол де үйеріқтер байжақ болаларын бейге ол оқтағаны білбет етеді. Игорь Дмитриевич кенген кендіктен оны ағам баран Очоларга мен эбегин Анна Михайловна Оровнаны олық білбен етен. Олымна ағам барамын соғыямын бастықы сәйемін сүрей бұтым Анна жылқата ден. Олымтын сағалан, үйретен аны олықтағаны кендері чинчен кейрен бар бұтым. Оннан білден тұрыр мен ол репрессия реттінен өрет бітім. Бұл Анна Бертовның оланы генеалогияны өретті. Онтан тұран мен литературна өттінен оны бұл репрессия өттін сүңінен көддір хататағым деп үлебер. Онтан бұл Анна Ахбертовна оны сетірен де научны өттінен қайдар екендер бұл документальна архивтар бөлелен кемеде уже қайдара научны өттік бұл жонлар жалғаларын сырдапыда білен тұран олаған сұлталақ. Джон Делкатынан история, народ история это сурово. Во второй главе про Алексея Алексеевича Кулаковского написано как раз вот о том, что Алексей Алексеевич в 1897 году окончил реальное училище, блестяще окончил, но так как он обещал своему отцу, что он вернется в родной Улус и будет работать, жить с ними, рядом с ними, жениться, народить детей, там, да, ну, как традиционная якутская семья. Но он пошел бы совсем по другому пути. То, что он вернулся, стал писарем для образованного человека, как полет мысли которых совсем в другом месте, да, настолько широк, что он же интересовался греческой мифологией, да, там, разными науками. Вообще вот очень широкого размаха человек был, да, а тут, получается, он писарь в управе сидит и очень маленькую зарплату получает. Он был этим, конечно, недоволен. Но потом он женился на младшей дочери Егора Васильевича Аросина, на Анастасии Егоровне. Они поженились. Он должен был выплатить Колым. Колым в размере 800 рублей. 800 рублей сегодня это по нашим деньгам, да, 4 миллиона 300 тысяч рублей. Это очень большая сумма, неподъемная сумма. Алексей Алексеевич должен был каким-то образом все-таки выплачивать этот Колым. До этого как раз он был писарем, счетоводом и так далее у Николая Осиповича Кривошапкина, американского купца, очень известного, да, мецената. И потом уже вот как раз став подрядчиком, к сожалению, он оказался должным. Когда строили телеграфную линию, он должен был примерно там 908 рублей казне. Поэтому он вынужден был ездить по северным улусам, да, то есть опять работать писарем, там какие-то подрядные работы. В общем, пытался заработать, но при этом меня удивляет его вот сила человека, творческого человека, который был уверен, что, ну, все-таки жизнь идет, и мне нельзя вот как раз унывать. Он собирал много материала, он никогда не
бросал писать. И мы его знаем сегодня как основоположника якутской литературы. На самом деле его судьбу, если так проследить, да, там от начала до конца, это очень интересно. Он знал ключ к культурному коду своего народа. Поэтому то, что он делал, все было адресовано его народу. И мне кажется, самая главная цель его была каким-то образом помочь осветить путь якутскому народу. Анна Альбертовна, баттах bu hasın öykünce gibi başka daha bir vardı benim bolladın manık hanadak butuna doğru kıskan gelecek. Jahma fakkörünü oy Svetlana mega hana hardiska var bolla min arxivdan tugur bolanalım diye olaqandı bola bitehke bitinni kadar çabi huha bolamınca omaston hattan YouTube saraçılık onu Anna Альбертовна onu minut iken hanalar bundan bu arada kiçinci yeri biledin bu rigala bit hoq bolgunlar boladi onu bilgi toxtiçi İdealde öbürgeler altыстara, kendiler altların altı defterin bağırları bit. Bu öbürge hekime var olduğunun ucur, muhtar bit, kadın muhtar bit. Sana da bir yüzü sputne, kendiler edikleri futbolar ama hastalarını tügen bari de onu, daha çıkıyor onu haradak bunu bir kihiyete cırılır değil, kihiyete cırılır onu bu üyetten duvar edikleri geliyor kılak geçiyor. Ortada o uluş kulubatının ülkeye uzbancı kuruğun bu bir yaka yürekte Wanda bu olur, bu olur, var kendisi kendi aşkıdın, Novrokka'da da olur, bukan yönetten kıyına da diyen bir karşıkayı beyde kadar taşta olan turursan, ubudun tuğunan ağabıt kepçiliydi. O oldu kabıt bu kiniga da karşıkımına yakınada bu tuğunan vardı, artık dokumanlar olur, kullanına, o vardı olduğuna, onun gibi kötüge bittiğim vardı iddiayı надо. Глава 3, она вот посвящена Эдуарду Карловичу Пекарскому, составителю словаря якутского языка, и его сыну Николаю Эдуардовичу Пекарскому. Как раз судьба Николая Эдуардовича Пекарского тоже полностью там описывается, да, впервые. Впервые вот про всех Арусиных по крупицам собраны материалы из архива, потом можно сказать, что практически в каждой странице, да, вот это все равно открытие не только для меня, но и для самих Арусиных, и для читателей, которые увлекаются историей Якутии. Дело в том, что Пекарский, как политический ссыльный, прибыл в Якутск 2 ноября 1881 года. И вот как раз по ходатайству главы Батурского улуса, тогда был Иван Васильевич Аросин, он оказался в первом Мегадейском наследии, ему определили место, выделили участок земли, где он мог сено косить. В итоге он обзавелся большим хозяйством, очень большим хозяйством. У него даже брали в долг деньги. То есть он даже помогал, когда была засуха, например. Да, видимо, запасов сена у него было все-таки много. Вот. И люди стали, как бы прониклись очень большим уважением и пользовались его услугами. Эдуарда Карловича Пекарского, что бы ни писали об этом человеке, ученом, впоследствии знаток якутского языка, мне кажется, его жизнь тоже заслуживает отдельного внимания. Интересно то, что у Эдуарда Карловича Пекарского родился сын от якутки Анны Петровны Шестаковой. И его звали Николай. Николай, он воспитывался в семье Ивана Николаевича Арусина. И была дочь, которую звали Сусанна. Вот. Но, к сожалению, Сусанна умерла в 9 лет. А Николай Эдуардович, он вместе с отцом в 9 лет выезжает в Санкт-Петербург и поступает там в гимназию. Вот. Но потом судьбу этого молодого человека, абсолютно вот якутской внешности он получился, но он красивый, все равно видно, что он смешанного брака. Я вот как раз сумела фотокарточку его добыть тоже, да, вот с архивом почти полгода переписывалась, чтобы они мне вот это отправили. Он получил очень хорошее образование, но очень жалко, что у него не было семьи. Он умер в блокадном Ленинграде в 1942 году.
можно рассматривать с точки зрения коллективной памяти. Вообще исследование коллективной памяти началось не у нас, началось в Европе, это приблизительно 80-е годы прошлого века, среди европейских ученых, лидеров, которым был французский историк Пьер Нара, под руководством которого была написана фундаментальная, многотомная история мест памяти Франции. Этот труд до сих пор считается эталонным, исследователи все ориентируемся на него. Он не дал только определение, значит, что такое коллективная память, но и предложил свою трактовку, что такое место памяти. Вот по определению Пьера Нара местом памяти могут выступить не только конкретные географические точки, исторические культурные объекты, события, личности, но люди, очень простые люди, произведения, книги, песни и так далее. Вот с этой точки зрения сегодняшнюю книгу, которую мы обсуждаем, я бы тоже определила как своеобразное место памяти малой и большой группы людей. Малая группа людей – это книга как место памяти большого рода Арбусиных, их ближнего окружения. Но с точки зрения социума это место памяти и якутской интеллигенции, и если взять еще больше группу, то я могу сказать, что это, конечно же, место памяти вообще представителей якутского народа. Книга закончена, да, то есть она издана, презентации прошли в городе Якутске, в Итыкеле, но такого прям облегчения от этого нет, потому что вот все-таки то, что написано, оно все-таки дальше расширяется, углубляется. Да. Я понимаю, что это не последнее слово. Будут отсюда еще больше интереса, да, родственники, там, краеведы, люди, которые вот в будущем будут тоже очень такими пытливыми исследователями. Они же все это продолжат. У меня сейчас есть чувство исполненного долга. 4,5 года, да, это все-таки много, когда человек всецело находится в этом проекте. И потом, после завершения, ты как будто бы как рыба, которая оказывается на берегу реки, да, без воды. Поэтому я всегда говорю, когда спрашивают: Аня, как ты все-таки, вот откуда ты черпаешь все это, да? Я говорю, я влюбляюсь. Я очень влюбчивый человек, я всегда нахожусь в состоянии влюбленности. Не в конкретного человека, да, а в судьбы, в людей, в атмосферу какую-то, в те дела, которые делают мои герои, да, совершают какие-то поступки. Я всем этим восторгаюсь. И если бы не было этих чувств, мне кажется, было бы мне неинтересно совсем. Неинтересно, и людям было бы тоже неинтересно. А когда ты влюблен, это состояние, мне кажется, знакомо любому человеку. Это же сама жизнь.